Сыктывкарской и Воркутинской епархии 20 лет. С юбилеем правящего архиерея и всех православных верующих республики поздравил временно исполняющий главы региона. Сергей Гапликов отметил, что именно вера во многом помогла людям освоить суровый северный Коми край. Далее Ольга Коняева. В Ижме впервые за 80 лет снова зазвонили колокола. Отливали их в мастерских Свято-Даниловского монастыря. С материалами помог местный предприниматель. Так под куполом новой церкви Успения Пресвятой Богородицы появилась целая звонница. Малиновый звон слышен за несколько километров от села. Мы решили уделить такое внимание проповеди. И колокол – это, как мне кажется, такой громогласный проповедник воли Божией. А это храм архидиакона Стефана в селе Ношуль Прилузского района. Белокаменную красавицу возродили буквально из руин. Местный уроженец Александр Можигов, в прошлом историк, сейчас бизнесмен, вместе со своими братьями несколько лет реставрировал родную церковь. Материальное – это все приходящее, уходящее. Извините, в мир иной мы с тобой не сможем взять те материальные блага. А когда человек в вере, ему и живется легче, и на душе спокойнее. В Ильгарте возводить Божий дом только начинают, а в столице Коми уже достраивают Свято-Троицкий храм. Это лишь несколько примеров возрождения церкви в Коми. За 20 лет существования Сыктывкарской и Воркутинской епархии под предводительством епископа Петерима этот священный институт в республике обрел вторую жизнь. Вначале, конечно, владыке достался, наверное, не тот корабль, который сейчас, то есть это была, наверное, такая небольшая лодочка, скажем, И постепенно трудами владыки, трудами духовенства, трудами благочестивых мирян, то есть эта маленькая лодочка сделалась таким кораблем, который мы сейчас видим. Поэтому многое благое лето нашему владыке. Я начинал в епархии в 1995 году, когда еще только 10 зарегистрированных приходов было, сейчас их сотни. Кроме того, есть незарегистрированные приходы и молитвенные комнаты, их 360 по республике. В XIV веке Стефан Пермский принес православие на землю Коми. Тогда была создана Пермская епархия, центром стало село Усть-Вымь. Позже кафедру перенесли в Вологду, а потом Зырянское паство входило то в Вятскую, то в Тобольскую, а до середины 90-х годов XX века в Архангельскую и Мурманскую епархию. После падения богоборческой власти в православной истории Коми наметился новый виток. На православие было гонение более чем на другие вероисповедания. Для сравнения, православных было 3 храма, зарегистрированным Минюстом в Республике Коми, а протестантских было 5. Это о чем-то тоже говорит. А то был даже православный 1 всего лишь храм. Это, конечно, ужасное пережила наша церковь гонение, но в этом гонении те, кто ходили, они были очень твердые. Духовное возрождение России возглавил патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Согласно его указу, в 1995 году на территории Коми появилась новая епархия – Сыктывкарская и Воркутинская. Через год осветили закладной камень главного храма республики. Уже в 2005-м в Стефановском соборе возносил свои молитвы патриарх Кирилл. Как много страданий и скорбей, сколько слез, горя, крови было пролито на этой земле Коми. Мы с вами просто не имеем морального права жить так, как будто бы ничего в нашей истории не произошло. Мы никогда не должны забыть того прошлого и той великой ответственности, которую Бог сегодня вручает православной церкви. Воссоздание церкви на земле Коми было немыслимо без возрождения одного из главных элементов православия – монашества. Один за другим восстановились 7 монастырей. Увеличилось духовенство до 170 священнослужителей. Большинство получили высшее образование – 10 человек – кандидаты и доктора богословия. Не хватает священников. Наша задача – увеличить стаж, число священнослужителей, потому что не хватает. Богом, Христом умоляют меня, Вударский район, скажем, Ижемский район, но пока
туда направить очень сложно. Владыка Петерим – сам доктор богословия, заслуженный работник Республики Коми, автор научных работ, пишет стихи, увлекается музыкой. Активный общественник, много внимания уделяет социальному служению. Это работа, которой заняты все священнослужители Русской Православной Церкви. Сегодня батюшки – частые гости в больницах, детских домах, местах заключения, везде, где так необходимы слова поддержки и душевное участие. Благослови душе моя Господа, и замугленяя моя имя святое Его. Конкурс хоров, образовательные и музыкальные православные фестивали, рождественская елка для детей у Владыки, крещенские чтения в Воркуте и многие другие православные мероприятия стали традиционными в республике. Учителя получают специальное образование, чтобы в школе преподать азы религиоведения. Созданы благотворительные фонды, в том числе и по восстановлению церквей. На этот год мы определили 3 района. Это Прилуски, село Ношель, Куратово и Сахалинский район, село Шошка. Вот, то есть везде мы принимаем участие. Здесь мы помогли приобрести иконостас, в Куратово мы помогли приобрести купола и также изготовление иконостаса. Сейчас в Коми больше 170 храмов, в которых совершаются божественные литургии. Кроме того, есть 30 часовен, молитвенные дома и комнаты. В здании 20 бывших церквей до сих пор склады, молокозаводы и котельные. Но с Божьей помощью и им можно вернуть былое величие, уверены не только служители епархии, но и простые верующие. Каждый храм создают, как говорится, всем миром. Сколько человек может, столько и подаст. Если есть возможность, подай больше. А сейчас пенсионеры получаем хорошо. Неужели на храм нельзя какую-то копеечку отложить? Храм будет объединять большое количество людей. Они будут приходить сюда с верой, своими проблемами, своими нуждами, своими радостями делиться. И это будет центром для духовного роста. 20 лет работы епархии принесли свои видимые плоды, но есть и неосязаемая ежедневная работа – молитва о республике, России и мире на всей земле. Здесь верят в процветание родного Отечества и духовную крепость нашего народа, а с верой и жить легче. Ольга Коняева, Олег Юшков об итогах духовного возрождения земли Коми.